Я Абубакаров Шамиль Мухаммад Саидович, врач-травматолог-ортопед. Занимаюсь лечением заболеваний опорно-двигательной системы как детей, так и взрослых. В медицине, в том числе в травматологии, не случайно с детства был частым клиентом травмпункта. Ну и плюс выбрать медицину мне помогли родители, за что им огромная благодарность. Шалинская районная центральная больница города Шали. Именно здесь принимает своих пациентов герой нашей программы Шамиль Абубакаров. К нему обращаются пациенты разного возраста и с самыми разными травмами, ушибами, которым без осмотра врача-травматолога невозможно поставить правильный диагноз и назначить лечение. Профессию я свою люблю, потом по-другому в медицине работать это крайне тяжело. Учился в школе, закончил нашу сельскую школу номер 1, университет закончил в Астрахани, в том числе ординатуру по травматологии и ортопедии в Астраханском государственном медицинском университете. 5 лет после окончания ординатуры проработал в областной детской клинической больнице города Астрахань. И в прошлом году, в августе, по семейным обстоятельствам переехал домой и начал свою трудовую деятельность в данной больнице, то есть в Шалинской ЦРБ. Врач-травматолог-ортопед занимается лечением заболеваний опорно-двигательной системы костей, суставов, мышц, сухожилий, верхних и нижних конечностей. Ортопед – это врач, который возвращает или придает правильное положение отдельным частям тела. К деформации скелета могут привести воспалительные процессы, наследственные заболевания, травмы, патологии, обмена. Здесь у нас перевязочный кабинет, здесь мы проводим всякие манипуляции, в том числе ПХО-раны, репозиции, вправление вывиха и так далее. Дальше у нас по коридору процедурный кабинет. Здесь, если человеку необходимо обезболивание, либо какие-либо лекарственные средства ввести, то все эти манипуляции проводятся в этом кабинете. Рентген у нас находится в соседнем корпусе. Рентген, КТ круглосуточно, в зависимости от травмы, можем в любое время провести любые диагностические процедуры. В процедурном кабинете у нас еще имеется УЗИ-аппарат. УЗИ у нас по вызову, то есть в любое время, если есть необходимость проведения УЗИ в экстренном порядке, мы можем это сделать в условиях нашей больницы, данного стационара. В травматологии нравится в первую очередь это то, что ты можешь помочь человеку, который в момент получения травмы, так сказать, он страдает. То есть это боль, дискомфорт, нарушение функции конечностей. То есть человек, если даже повредил палец, это, можно сказать, трагедия для человека, потому что он убывает с своей зоны комфорта. То есть он убывает с профессиональной деятельности, то есть он не может работать и так далее. А в плане ортопедия интересна именно в детской практике, потому что у растущего организма много заболеваний опорно-двигательной системы, которые с возрастом прогрессируют, и этим детям надо помогать. Она многообразна, и много неотвеченных вопросов, на которые мы, можно сказать, до сих пор ищем ответы. Тем и интересна сама профессия, потому что есть куда двигаться, есть куда развиваться. При врожденной патологии дети рождаются уже с измененными пропорциями тела. Некоторые болезни проявляются не сразу, а по мере роста ребенка. Он отстает от сверстника в росте, искривляются конечности. Лечение у ортопеда важно не только для придания внешних правильных форм, но и для обеспечения нормальной работы внутренних органов. Любой нестерильный предмет, а при развитии столбняка помочь нечем, потому что это стопроцентное спиритальное заболевание цундера, профилактика ощущенная. Қан перевязка и идете к педиатру. Травмы сезонные. Если брать нынешний сезон, то есть это весна, летом еще будет это падение с высоты, раны, потому что у нас народ не сидит на месте, всегда какие-то работы на стройках, дети играются на улице, в водоемах. То есть самое частое это, конечно, переломы в области лучезапястного сустава, в лучезапястном месте, так называемые, лодыжки, потому что подворачивают ноги очень часто.
ну и раны. Лучше поддаются лечению свежие повреждения, чем последствия перенесенных ранее травм. Часто люди не обращаются после ушиба, падения, ждут, пока симптомы пройдут сами. Лечение потом всегда более длительное, с большими расходами. Поэтому записаться на осмотр к ортопеду рекомендуют, как только появились первые симптомы болезни. Был такой случай, но это было не в этой больнице, а в Астрахани. Привезли ребенка, год и 6. Мать заходит, ребенок на руках, и визуально спина деформирована, клиновидная деформация позвоночника. Сразу моментом отвели в рентген, делаем рентген. Там перелом грудного позвонка, если не ошибаюсь, 5-го грудного позвонка с пересечением спинного мозга. Ребенок маленький, и в таком же возрасте ребенок в момент остался инвалидом, потому что спинной мозг у нас не восстанавливается в большинстве своем. Вот. Ну, такие тяжелые случаи бывают, и они прям остаются в памяти навсегда. В начале своей профессиональной деятельности было тяжело. Со временем у нас человеческий организм такой, что он привыкает ко всему. Приходится с этим смириться, как-то внешне вести себя хладнокровно, спокойно, потому что по-другому голова работает правильно. Осмотр врача-ортопеда нужен для постановки диагноза и прохождения лечения. При необходимости доктор направит пациента к более узкому специалисту. В развитии заболевания опорно-двигательного аппарата нередко играет роль наследственный фактор – нарушение обмена веществ, аутоиммунные процессы, гормональные сбои. Поэтому работа ортопеда тесно связана с другими специалистами – эндокринологом, терапевтом, ревматологом. Так как у меня работа и в поликлинике детская, прием веду детей в отделении, в стационаре больные. Утром прихожу на работу, обход, назначение больным в стационаре, потом мы переходим в поликлинику. В поликлинике в день от 25 до 30 человек принимаем. И, соответственно, в месяц где-то 5-6 дежурств экстренных, ночных. График у Шамиля плотный. За то время, когда мы записывали это интервью, ему пришлось несколько раз прерваться и экстренно принять раненых людей. Я как интроверт это найти общий язык с некоторыми людьми, которые изначально приходят недовольные. Я их, с одной стороны, понимаю, что они идут к одному врачу, к другому, у всех мнения разнятся, а эффекта от лечения нет. То есть с этими людьми приходится найти общий язык так, чтобы не нарушить правила диентологии, чтобы своего коллегу, от которого они пришли, не выставить в плохом свете и, соответственно, помочь человеку. Ну и плюс наш менталитет кавказский, он более своеобразный. Для меня, который прожил последние 10 лет в другом регионе, к этому подстраиваться очень тяжело, по крайней мере, пока что. Медицина все время развивается, новые заболевания требуют постоянного развития и совершенствования. Быть врачом – это ежедневное самопожертвование людям.